Железная дорога пришла в Абхазию в 30-х годах прошлого века. До 50-х на этом месте располагалось деревянное здание вокзала. 1 декабря 1951 года открыли то здание, в котором мы сегодня находимся. Для его возведения использовался так называемый речной камень, мрамор, гранит. Деревянные детали были сделаны из каштана. Во время Отечественной войны народа Абхазии это здание использовалось как склад боеприпасов. После оно уже не эксплуатировалось. И даже в 2004 году, когда Абхазская железная дорога возобновила железнодорожное сообщение, денег на восстановление здания не было. И только спустя 20 лет начались масштабные восстановительные работы. К 2024 году здесь восстановлено 80% крыши. Работы продолжаются. Сегодня Абхазская железная дорога зарабатывает намного больше, чем несколько лет назад. Это связано с увеличением пассажирских и грузовых перевозок. Большая часть доходов идет на обеспечение работы самых важных сооружений – путей, мостов и тоннелей. А ремонт станций всегда откладывался до лучших времен. Но, наконец, очередь дошла и до Сухумского вокзала. Восстановление данного вокзала мы поделили на несколько частей. Вот первая из них – это капитальная замена кровли на данном вокзале. Да, это колоссальная работа, мы понимали, во что мы ввязываемся, но столько продолжаться, как говорится, в таком состоянии наш Сухумский вокзал, мы не могли на это тоже смотреть. И вот за счет собственных средств по чуть-чуть начали его восстанавливать. Также планируется убрать фальш-окна и заменить их на настоящие стеклянные. Будет это реставрация или капитальный ремонт, пока неизвестно. То есть мы будем фальш-окна менять, ставить, то есть дверные, оконные проемы. Есть у Абхазской железной дороги намерение облагородить территорию вокруг вокзального комплекса. Потом хотим вообще с самим комплексом вокзальным, то есть получается укладывать брусчатку на перроне, где стоим, ну и восстанавливать по периметру здания по чуть-чуть, по чуть-чуть. Как говорят в АЖД, в том или ином виде ремонт планируется завершить к следующему лету. Будет ли это замена крыши, окон и дверей с брусчаткой или только часть из запланированного, зависит от множества факторов, от цен на строительные материалы до политической ситуации в стране. Марьяна Котова, Валерий Кипискири, Абаза ТВ.